Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Новости, горячие новости из личной жизни. Давайте посмотрим, что за новости летят к вам, о чем вы скоро узнаете, какая информация вам откроется. Загадайте на себя, и пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие и хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Аж пальцем горячо стало. Вот это новости. Смотрите, у вас идет разговор. Разговор с женщиной. И вот эта женщина вам расскажет такую информацию, таким с вами поделится, ну, по секрету, конечно, от чего вы будете хихикать и будете очень и очень довольны. Прямо об этом думать будете, вспоминать и будете улыбаться. Здесь речь пойдет о вашем бывшем, который с другой женщиной сейчас живет. Вот другая женщина у него. То ли он к этой женщине ушел, то ли он выбрал ту другую женщину, да. Ну, а может быть, вы расстались, а он потом другую женщину себе нашел. Да, не обязательно, что он от вас к другой ушел, хотя у кого-то именно так и отыграется. Смотрите, вот она откуда-то узнала, причем узнала, ну, прям максимально достоверно, наверное, от ближайшего круга, о том, что этот мужчина, он так сильно жалеет, что он связался с этой другой, что она столько ему неприятностей в жизни доставила. Ну, буквально, да, вот прям обтрусила как липку, все деньги спустила, либо на какие-то, ну, там, шмындики-мындики, либо на свою семью, там, на родителей, детей, на какие-то, вот знаете, там, свои собственные хотелки, потребности, да, могла просто у него деньги брать и себе собирать, в карманчик ложить. Плюс еще мужчина с рогами показан, причем рога такие, знаете, они как шпалы, как рельсы, знаете, вообще на черта похож этот мужчина, рога вот, ну, длиннейшие. Это не одна измена, это множество измен. И он теперь и с рогами, и вот с пустым карманом, злой как черт, ее проклинает, на вас молится. Ну, буквально вот кто-то видел, слышал, что этот мужчина прям убивался по вам, что он жалел. И даже какие-то фразы были, что это, наверное, мне за то, что я, ну, такую глупость совершил, да, не ту женщину выбрал. Либо святую женщину рядом с собой не удержал, потерял. Ну, вы для него святая женщина, потому что вы никогда себе такого не позволяли. Вы, наоборот, в мужчину вкладывались, последним делились, любили его до безумия, до беспамятства. Все ему там разрешали, прощали. Вот. А когда он с другой женщиной сошелся, вот там он горя хлебнул. И хлебнул по-настоящему. И так сильно хлебнул, что чуть не захлебнулся, понимаете? И еще я вижу, что он от нее уйти пытается, а она его какими-то цепями сковала. Знаете, как этого собачку, который живет на улице, да, в будке, да, на цепи сидит. И он такой несчастный, он вроде как бегает, как потерпевший, по кругу бегает, пытается как-то вырваться от этой женщины, как-то с ней распрощаться, но не может. Ну, буквально она ему на спину села и еще и погоняет его. Ну, за рога держится, управляет. Слушайте, ну тут столько будет подробностей, здесь столько всего пикантного. Вы действительно будете слушать и хихикать. Да, возможно, вы будете злорадствовать, но вы имеете право, да, потому что вы мужчине этому очень много отдали. Он разрушил все ваши мечты и надежды. Он вам больно сделал в конце-то концов. И, конечно, вы довольны тем, что вы слышите. Не то, чтобы вы ему желали, хотя, может, и желали. Кто желал, то все ваши пожелания троекратно усилились и точно сбылись. Кто не желал, но все равно вам будет приятно услышать о том, как мужчина сейчас вот выживает. Он не живет, он выживает.
И вот то, что он до сих пор вот как-то вас вспоминает и жалеет о том, что он с вами расстался, вот это вас, конечно, возмутит. Вы прям скажете, ну надо же, козел какой-то. Только сейчас опомнился. Не-не-не, дружочек, ты мне теперь и даром не нужен. Тем более такой с рогами, с пустым карманом, да еще и на цепи. И не нужен, и не хочу, и пропади ты пропадом, да, вот какие-то такие мысли будут. Ну, вы будете очень довольны тем, что услышите. Я не могу вам передать всех подробностей, не хочу портить вам сюрприз, да. Не хочу охотку вам сбивать, но вы все это узнаете. И знаете, эта информация, она прям на 99% точная. Вот даже больше скажу, у кого-то отыграется, что есть еще что-то, о чем другие люди не знают, да? То есть там какие-то скрытые еще моменты остаются. Но опять же, все это раскроется, со временем раскроется. Но вы будете очень довольны. Вам эта информация очень сильно поднимет настроение. Вот, да, с вами поделятся. Дальше, мои хорошие, вы узнаете о том, что какая-то женщина про вас распускает сплетни. Причем сплетни мерзкие. Она свинью кормит. По свинье это вот самые безобразные вещи, которые люди могут творить, создавать, либо говорить. Женщина, которая на вас навешивает какие-то ярлыки, возможно, как-то перекручивает события и ситуации. То есть там, где она виновата, она говорит, нет, я не виновата, это вот вы виноваты. То есть там такая дичь творится, как будто бы эта женщина прям с ума сошла и буквально вот решила вас в грязи искупать. Но вот с этой женщиной вы 100% будете разбираться, потому что вы такое не потерпите. Вы не потерпите, чтобы кто-то морал ваше доброе, светлое имя, и никому спуску не дадите. Вот если кто-то сплетничает, кто-то тебе такое позволяет. А эта женщина, она прям была уверена, что вы никогда об этом не узнаете, что до вас это не дойдет. И у нее такая цель была себя оправдать, понимаете? Не то, чтобы там вам навредить, а себя оправдать, обелить в чужих глазах, но при этом подставить вас. Ну, явно она об этом пожалеет и пожалеет не раз. Я вижу, что вы с ней будете разбираться. Вы ее заставите ответить за каждое слово. И эта женщина, она будет в шоке, потому что, ну, вот так все вышло. Она-то не хотела такого, да. А тут такой разворот событий. Но, с другой стороны, да, такое прощать нельзя, тем более поощрять нельзя. И нельзя делать вид, что вы этого не замечаете. Иначе, да, вы так и будете девочкой для битья, да. Козликом отпущения. Зачем вам это? Нет, так нельзя. Эта женщина, она либо где-то находится в другом месте, либо эта женщина, она с какими-то людьми общается, с которыми вы не знакомы, либо знакомы только лишь заочно. И вот она прям была уверена, что вы никогда не узнаете. Но вы узнаете, вы 100% узнаете, причем узнаете все. И с нее прям конкретно спросите. Вы с рук не спустите. Такого вы не простите точно, не пожалуете. Дальше, мои хорошие. Но вот здесь показан мужчина. Мужчина, который... Смотрите, тут показаны два мужчины. Один мужчина вас очень сильно желает, страстно желает. У него как интимное горение к вам. А другой мужчина, он сердце показывает. То есть один письку показывает, извините за слово, а другой сердце. И вот тот, кто вас страстно желает, он знает, что вас любит другой человек, и он попытается вам про этого человека плохое наговорить. Ну, допустим, он может сказать, что а вот ты знаешь, там есть мужик, вот он на тебя поспорил. Либо он там женат, да, у него там 3 жены сразу, многоженец, да. Либо мужчина, который там чем-то таким болеет, да, венерическим. То есть какую-то гадость вам скажет, но это будет неправда. Просто он понимает, что вас могут увести, да, что он проигрывает этому, кто влюблен в вас. И, скорее всего, он узнал, что тот, кто влюблен, хотел бы действовать, хотел бы за вами поухаживать, хотел бы вас там позвать на свидание, как-то себя проявить. И он попытается его оболгать в ваших глазах. Такого наговорит, что вы прям, знаете, смотрите и думаете, да как такое может быть? Да? Что за бред ты несешь?
И он вам сразу же себя предлагает, говорит: а вот я порядочный, а вот я хороший, а вот я не женат, а вот я тебя не обману. Хотя, с другой стороны, опять же, не сходится, да, если ты хороший, порядочный человек, ты никогда не будешь говорить гадости про другого. Вот, поэтому будьте бдительны, не дайте себя обмануть. Нечестная борьба за вас между двумя мужчинами, и один оговаривает другого. Вот. Но у него, видите, какие помыслы. Он же вас не то чтобы любит, он вас просто хочет. Это как животные страсти. А тот другой, видите, вот сердце показывает. Ну, вы у него в сердце, запали ему в сердце, да, там, может, и не любовь еще, но влюбленность 100% есть, и самые чистые намерения. И вот тот, кто страстный, он будет пытаться оболгать того, кто влюблен. Будьте повнимательней. Может, непонятно рассказала, но вот я на эмоциях, извините. Так, и еще. Вы скоро узнаете о ревности. Здесь какая-то женщина своего мужчину к вам очень сильно ревнует. Ревнует, прям зубы у нее стучат. Причем повода вы не давали. Никак, да, вы с этим мужчиной даже и близко нигде не общались. А вот она ревнует. И ревнует просто вот как с ума сошла. Эта женщина, она либо как-то вам выскажет, да, типа не лезь к моему мужику, там, чтобы я тебя не видела рядом с моим мужчиной, там, забудь про моего мужчину. Либо она как-то вот себя скверно вести будет в отношении вас, да, вот как-то фыркать в вашу сторону, сквозь зубы говорить, знаете, как вот обижена на вас. У женщины то ли климакс, не знаю, как это сказать правильно, ну, когда помутнение случается. Ну, либо она сама по себе такой, да, нездоровый человек, очень ревнивый, мнительный. Почему вы, может быть, ее мужчина имел неосторожность про вас что-то сказать. Например, что вы там хорошо работаете, прекрасно выглядите, что он вас уважает, например, да. И вот она прям вцепилась в эти слова и очень сильно приревновала. Вот, посмотрите на нее как на больную и идите дальше. Она действительно нездоровый человек. Вот в том состоянии, в котором она находится, она нездоровый человек. Но делать она ничего не будет. Для этого она слишком трусливая. И она очень еще боится какой-то огласки. Да, может там имидж свой потерять, статус свой потерять. Чтобы кто-то начал шептаться, что вот ей муж изменяет, да, что вот у нее там неверный муж, либо она та женщина, которая изменяет, вот она этого боится. Поэтому ничего делать она не будет. А что касается этой ревности, ну, поревнует еще какое-то время, потом, может, до нее дойдет, либо у нее там просветление наступит и отстанет от вас. Ну, по крайней мере, не будет на вас так сильно злиться. Дальше. Вы узнаете про каких-то людей, которые в любовной связи состоят. Но там очень похоже на четырехугольник, либо на треугольник. И эти люди, возможно, даже это какая-то ваша подруга. Да? Подруга, женщина, к которой вы хорошо относитесь. Вас это, конечно, возмутит. И вы скажете: ну как же так, зачем ты лезешь, зачем ты там свою семью разбиваешь, либо зачем ты разбиваешь чужую семью. А вам эта женщина скажет какие-то такие слова, что ну, мы любим друг друга, да, мы любим, да, и вы на нее так посмотрите, и вы ей поверите, скажете: ну да, если люди любят, а уже так случилось, что там женаты, замужем, то как бы никто не счастлив, да, когда любящие не могут быть вместе. Ну, не то чтобы вы там одобрите, но и не осудите. Сначала у вас есть этот момент осуждения, а потом, когда вы смотрите на нее, как она это говорит, вы ей верите и понимаете, что да, это любовь. И ну, каждый человек хотел бы быть счастливым. Как-то, знаете, даже ее пожалеете, скажете: бедная ты моя, несчастная ты моя, как тебе досталось, да, вот как непросто все в жизни, непросто. Есть обязательства, есть нормы и правила общества, есть ответственность, да, и совесть есть. Ну, а тут любовь, да, неравная, да, на чашах весах, нельзя это все сравнить. Ну вот как-то даже пожалеете, я вижу. Дальше, мои хорошие, кто-то из вас, ну вот дети, скорее всего, да, дети, мальчик либо девочка у вас, может маленький, в детсад ходит, может быть постарше. Вот узнаете, что у вашего ребенка либо симпатия появилась,
Либо, ну, может, невеста-ухажер, да, появился. Вы такая: ой-ой-ой, дети растут, да. Как же так? И как-то умиляетесь, а с другой стороны, вот это понимание, что время так быстро идет, что буквально недавно еще в колясочке ваш ребенок сидела, а уже, смотрите, женихи и невесты пошли. Ну, это, конечно, детское все, там ничего серьезного, но очень мило все это выглядит. Дальше, мои хорошие, показывают для тех, кто в паре, в отношениях, в браке. Вы про мужчину узнаете, и узнаете, что он с какой-то длинной собакой общается, что он, ну, это друг, либо женщина-друг, либо мужчина-друг, ходит к этой собаке и на вас жалуется. Жалуется, что вы внимания ему не уделяете, что вы там лишний раз не приласкаете, что вы слишком требовательная, что постоянно там на взводе находитесь, что у вас романтики давно не было, что он хотел бы изменить ваши отношения к лучшему, но не знает, как это сделать, потому что у вас постоянно какое-то плохое настроение. Вы, конечно, сначала возбудитесь, скажете: что за паразит такой, да, ты почему ходишь к другим людям, про наши проблемы рассказываешь? А потом вот этот человек, которого с собакой показали, ну, какая-то длинная собака, то есть, скорее всего, он давно дружит с этим человеком, да, как такса выглядит. Вам этот человек скажет, что я ж не со зла, да, я не осуждаю, я, ну, как бы третья сторона, я не хочу вмешиваться, но я хочу помочь вам как паре преодолеть те трудности, которые у вас случились. Вот твой муж ко мне пришел и все это рассказал. И просил не говорить, да, он пришел там посоветоваться. Но я хочу, чтобы у вас отношения были хорошими, поэтому я пришел к тебе, либо пришла к тебе для того, чтобы, ну, вот, передать, да, что беспокоит твоего мужа, что беспокоит твоего парня. Вот человек действительно любит и мужчину, и вас. И человек очень сильно хочет, чтобы ваш союз, ваша пара сохранилась и продолжалась, да, чтобы вы не разошлись, не потеряли друг друга. Это, как знаете, да, дружеское мне идет. И если вы в прошлом как-то недолюбливали этого друга, либо эту подругу, то после этого разговора вы, во-первых, поймете, почему ваш муж дружит с этой девушкой, либо с этим парнем, а во-вторых, вы тоже будете чувствовать какую-то благодарность и теплоту, да, потому что человек действительно хочет помочь. Человек хочет улучшить ваши отношения. Может быть, не знает как, но передавая обиды мужа, да, возможно, вы сможете это проработать вместе. Ну, мужа вы ругать не будете. Скорее всего, наоборот, как-то ему там себя подарите. Ну, условно, конечно, говорю. Там вкусняшку приготовите, вместе вечером сядете, какой-нибудь хороший фильм посмотрите. Либо там пойдете прогуляетесь. Ну, может, и романтику ему устроите. Вот как-то, знаете, да, поможет. Эта информация очень поможет. И мужу вашему хорошо будет, и вам будет приятно. И теперь у вас тоже новый друг появляется. Ну, либо новая подруга. Хороший знак. Может быть, это как подруга, сестра вашего мужа. А может, и мама. Да? Вот придет ваша свекровь к вам и скажет: дорогая моя невестка, я так не хочу, чтобы вы расставались. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо. Да, вот уделяй немножко больше внимания. Видишь, мальчик у меня капризный. Ну вот надо немножечко ему угодить. Вот как-то так, знаете, очень мило, душевно мне вообще идет. И это действительно станет новым витком в ваших отношениях. Может быть, в какой-то другой момент вы бы там расстроились, на мужа потом бы накричали, если бы узнали, что он с кем-то делится вашими семейными вопросами. Но в этот раз вы так делать не будете. Наоборот, скажете: ну да, надо что-то менять, надо что-то пересмотреть. Хороший знак, на самом деле, мне очень нравится. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.